Всегда уверенный в себе, улыбчивый и готовый прийти на помощь. Таким Шамиля Хаматова вспоминают его родные и коллеги. Проститься с легендой татарстанской журналистики пришло практически все медиасообщество. В годы становления у меня в журналистике, когда становился не просто журналистом, еще руководить учился, пришлись на совместную работу с Шамилем Шамсиевичем. И, наверное, главное качество, который запомнился его человеколюбие, наверное. Как журналиста отсюда трепетное отношение к слову. Шамиль Шамсиевич пришел в журналистику полвека назад. Свой дар он унаследовал от отца, тоже журналиста Шамси Хаматова. Шамиль Хаматов работал в газете «Советская Татария», заведовал сектором печати в татарском обкоме КПСС, возглавлял Министерство печати и Союз журналистов, был главным редактором газеты «Татарские края». Это был, безусловно, очень талантливый, очень одаренный человек, который продолжил дело своего отца, легендарного отца. Работал на Народную Республику, работал для татарского народа, работал для сохранения татарского языка. И такие люди, понимаете, это гиганты. Мы все стоим на плечах гигантов. Вот когда такие гиганты есть, мы можем двигаться дальше. Шамиль Хаматов первым возглавил Министерство информации и печати Татарстана. Это был 1991 год, переломное время для республики и страны. Ему удалось выстроить работу СМИ. 26 декабря 1991 года распался Советский Союз. 27 декабря 1991 года был принят закон о печати. Политически куда идти было непонятно, куда пойдет республика. Тоже была сложная ситуация. Многие журналисты учились у него работать со словом и отвечать за него. К нему всегда можно было прийти за советом, вспоминают главные редакторы. Он был очень преданным читателем газеты «Казанские ведомости», которую я возглавляю. Он читал, звонил, поддерживал нас. И об этом говорит серия интервью, которая у нас с ним вышла. И говорил он, что печатная журналистика будет жить. Когда я еще был молодой журналист, мы, конечно, с таким пиететом смотрели на старших коллег. И вот Шамиль Шамсиевич был один из них. Это человек был, который понимал журналистику до самой глубины. До последних дней жизни Шамиль Хаматов оставался в строю, писал мемуары, встречался с коллегами. Сегодня предложили назвать одну из новых улиц в Казани в честь династии Хаматовых. Похоронили Шамиля Шамсиевича на Новотатарском кладбище. Алена Струминская, Андрей Ключников, ТНВ, Казань.